Слышите? Так поет сассырнай, древнейший музыкальный инструмент казахского народа. Никто и по сей день не знает, где его впервые создали, как вдохнули в кусочек глины мир звуков. Пройдут века, тысячелетия, прежде чем на руинах древнего Отрара казахстанские археологи обнаружат таинственный предмет из глины, напоминающий яйцо птицы. Завораживающая музыка сассырная вобрала в себя все звуки природы. По мнению исследователей, в этом древнем музыкальном инструменте соединены 4 стихии – вода, земля, огонь и воздух. Говорят, великая степь живет в душе сассырная. Сассырнай аспабының қазақтың киелі сассырнай аспабына келетін болсақ, оның тарихына келетін болсақ, оның үніне келетін болсақ, біздің адамзаттың 4 құбылысының басын құрайды. Бірі топырақ, бірі су, бірі от, бірі ауа. Осы 4 құбылыстан сассырнай аспабы пайда болды. Форму сассырная подсказала сама природа. Музыкальный инструмент напоминает куриное яйцо. Иногда похож на птицу со сложенными крыльями. В переводе с казахского языка «сас» — это глина, а слово «сырнай» означает все музыкальные инструменты. Отсюда и название — глиняная флейта. Сассырная обладает прозрачным светлым тембром. У него нежный и необычный звук. На нем исполнители могут воспроизвести дуновение легкого ветра в степи, топот копыт жеребенка, плеск воды и тихий шелест травы. Как заставить кусочек глины звучать? Это волшебство плюс профессионализм. А еще душа мастера и опыт чутких рук, точный глазомер. Каждая глиняная флейта неповторима. Нет 2 одинаковых по звучанию. Незамысловатый и простой сассырнай изготавливается в гончарной мастерской. Исходный материал — глина. Ее замечательные свойства известны человечеству с древнейших времен. Глина — это постоянный спутник человечества и свидетель истории мира. Геологи и почвоведы различают до 40 видов глин. Они отличаются друг от друга составом, строением и цветом. Музыкальные инструменты из глины украшают орнаментом, покрывают лаком, превращая сассырнай в произведение искусства. Бахтияр Аманбаев 8 лет занимается изготовлением сассырная. Начинал вместе с однокурсником Азаматом Бакией еще в начале учебы. Сегодня они – известные мастера по изготовлению старинных музыкальных инструментов. Сассырнай относится к духовым инструментам, изготавливается из глины. Если немного рассказать о глине, то сортов глины очень много. Есть коричневые, красные, черные, белые. Есть более пористые глины, которые больше воздух пропускают, и более такие, как сказать, плотные. Шел год дракона по кипчакскому летоисчислению, или 617 по хиджре, по григорианскому календарю 1220 год. В ту весну войска Чингисхана сотрут с лица земли цветущий отрарский оазис. Так напишет в своем романе «Шелковый путь» казахский писатель Дукинбай Досжан. Именно он привезет с раскопок древневекового городища Отрар таинственный предмет и подарит его ученому-этнографу Болату Сарыбаеву. Тамара Семеновна Вызга деген үлкен ғалым, Орта Азияның несін зерттеген, музыкалық аспаптарын зерттеген, Орта Азиядағы мәдениетті зерттеген. Сол кісінің кітабында музыкальный инструмент из Средней Азии деген сол кітаптың аты солай. Тамара Семеновна Вызганың несінде кезігет Афрасияп, Самарқандта Афрасияп қазбаларында сондай мүсіндер табылған. Сол кезде әйелдің басы сияқты терракотов сурет, мүсін, сол қыздың қолында кішкентай сассырнай, сондай акарина тектес аспаптарға ұқсас, сассырнай деп айтамаймыз оны. Соған ұқсас аспапты ұстаған сондай тарихы тереңде жатыр. Сассырнай енді алғашқы жаңа 71 жылы табылып, үлкен бір аңыз әңгіме бар. Бұл сассырнайда
Әл-Фараби бабамыз да ойнаған деген. Краевед Абдулла Жумашев помнит раскопки у древнего Отрара и то, что в его детстве почти каждый играл на сассырнае, и как часто он слышал народную песню «Илигай». Аксакал родом из аула Шаульдер, Южно-Казахстанской области. Известный деятель культуры внес огромный вклад в изучение наследия Аль-Фараби. Осы сассырнайдың неге біз ескерткішін Отырарға қоймаймыз деген ой мені қазір мазалайды. Өзінен өзі жаңағы ғой. Міне, оның анау үрлейтін жағынан, ерін тиетін жағынан, яғни ішке қарай ауаны шанаққа үрлейтін жеріндегі ойығы бар емес па? Арыстанның желі қатты ұрған кезде сол ойыққа келеді де ол тіреледі ғой. Ойыққа келеді ғой. Ойыққа кеп тірелгеннен кейін, соғылғаннан кейін ол ары қарай не шығарады? Шанаққа бару үшін дыбыс шығарады өзінен өзі. Жел біздің арыстан кейінен бір ненемен, бір күшейіп, бір ұрып тұрады ғой енді, керемет. Отырарға жалпы Фараби заманынан қалған, одан арғы бергі жел ғой, таза ауа келетін. Міне, соны бір 12 метрден берегіректе метрге қойса, музыка аспаптарын жасаушы шеберлерді, археологтарды, одан кейін архитекторларды, барлық соған қатысты мамандарды шақырып, осыны Әл-Фарабидің 1150 жылдығына Отырарға енді облыс болды қой, Түркістан облысы. Түріктердің аспабы ғой енді. Соны қойса, музыкалық аспабы керемет болар еді деп ойлаймын. Заслуга возрождения Сассырная принадлежит Булату Сарыбаеву, исследователю и собирателю казахских музыкальных инструментов, профессору Национальной консерватории имени Курмангазы. С него началась современная история развития Сассырная. Вместе с музыкальным мастером Балапашем Анесовым они провели огромную кропотливую работу по реставрации древнего инструмента. И вот в руках музыкантов Сассырнай запел. В 1969 году были созданы фольклорные ансамбли «Чертер» и «Отрар-сазы», на базе которых в 1980 году композитор Нургисат Линдиев основал Казахский академический фольклорно-этнографический оркестр народных инструментов. По свидетельствам археологов и этнографов, Сассырнай был широко распространен на территории Казахстана, но со временем исчез из музыкального быта. И только в 80-х годах 20-го столетия Сассырнай вновь возвращается в музыкальную культуру казахского народа. Так, например, усовершенствованные виды инструмента первыми стали использоваться в ансамбле Дос-Мукасан. 1974 жылы Сассырнайдың тағы да бір түрі үскірік деген түрі. Оны жан-жақта, жаңағы мына Отырардан табылса, үскірік неден табылады? Маңғыстаудан табылады. Жан-жақта қазақтың ол тек қана бір жерден ғана емес, Отырарда, Маңғыстауда, Торғайда, Атырауда да табылған түрлері бар. Одан мына Алтай өңірінде де табылған түрлері бар. Аттары енді әртүрлі болып келеді. Бір жерде үскірік деп айтылады, үскірік. Бір жерде тастауық деп те аталған. Ол енді жаңағы оның үйтіп айтатын себебі жергілікті елдердің, жергілікті халықтың өзінің сазына байланысты. Музыкальные инструменты, похожие на Сассырнай, есть у всех народов нашей планеты. Многочисленные археологические находки в Индии, Африке, Европе, Азии и Америке подтверждают этот факт. Енді жаңа біздің Сассырнай, тастауық болсын, Сассырнай болсын, үскірік болсын, жаңа құсайрақ болсын, бәрі акарина тектес аспаптарға жатады. Ол жаңағы әлемдік неде атау. Акарина деген итальян тілінде аударғанда гусенок дейді, құс деп сондай немен келтіреді. Сонан кейін ол именно саз балшықтан жасалғаннан кейін акарина тектес. Ол мысалы деревянный ағаш емес, болмаса басқа емес, сондай саздан жасалған нелерді акарина тектес. Ол деген акарина тектес аспаптар жалғыз бізде емес, көп деген халықтарда бар. Оны біздің өзіміз көршілес отырған қырғыздарда чопочуор дейді. Қасымызда отырған Қытай елінде
сюн дейді. Одан алтайларда да бар, чуваштарда да бар, марийцтарда бар, армяндарда да пипук дейді, грузиндарда бульбуль дейді. Мына орыстарда да бар, свистулька деп әр нелземен акарина тектес деп, сондықтан біздің Сазсырнай акарина тектес аспапқа жататын сода. Первую часть берем, вот большим пальцем нужно сделать отверстие такое. Два равноправных, вот, одинаковых нужно будет сделать полу яйца. Ну, получается Сазсырнай же в форме яйца. И примерно вот внутри диаметр, может быть, 7-8 миллиметров вот, толщиной будет. Везде вот нужно пальцами прочувствовать это. Это очень важно. Нужно, чтобы толщина была одинаковая, потому что при обжиге Сазсырнай может лопнуть. И нужно, чтобы не осталось воздуха внутри. Если воздух будет, он обязательно лопнет. Вообще, в целом, если говорить, то на изготовление Сазсырнай уходит около недели. Потому что изготовление, например, 1 день, после этого сушка больше времени занимает. Сушится при комнатной температуре, желательно в темном помещении. При солнечном свете он может лопнуть. Примерно уходит на сушку 4 дня, 5 дней. После этого инструмент нужно настроить. Прежде чем обжигать, еще его настроить нужно. Настраивается, так как мы изготавливаем именно профессиональные инструменты, мы очень большое внимание уделяем именно звуку. В первую очередь звук должен быть важен, потому что мы знаем нюансы именно вот звуковые. Мы сами, так как я же не один, нас много, мы играем на музыкальном инструменте и знаем, как инструмент должен звучать. Нужно учитывать именно специфику того, что чтобы человек, когда играл, ему было удобно играть. Видов Сазсырнай очень много, я могу вот показать. Это, например, самый большой, это бас-сырнай. Чем больше размер инструмента, тем звук ниже. Например, вот я вам покажу. Чем меньше инструмент, тем звук выше. Например, вот это шенрау. Вот разница вот в этом именно. Чем больше вакуум внутри инструмента, тем звук ниже. Чем меньше вакуум, звук выше. У нас покупают именно вот стандартные размеры вот такой. Это Сазсырнай ля, устой ля. И у него звучание такое среднее, и не высокое, и не низкое. Приятное, на звучание очень приятное. Исследование и изучение старинных казахских инструментов продолжают ученики Булата Сарыбаева. Одна из них — Гульфайрус Далбагай. Итогом многолетних исканий стал научный труд «Хрестоматия для Сазсырная». Древний казахский музыкальный инструмент набирает популярность и начинает звучать на самых престижных фестивалях. Наши, например, можно сказать, инструменты именно Сазсырнай уехали в Японию, в Венгрию, Францию, Италию, в Америку, даже в Китай, в Монголию. Если в начале, например, Сазсырнай при раскопках, когда нашли, там 2-3 отверстия было, да, он был как для забавы, для детей игрушка. А сейчас уже уровень именно профессионализм уже вырос, в общем. Сейчас его используют в оркестрах, в ансамблях, профессионально музыкально, сольно на нем играют, даже произведения пишут специально под Сазсырнай. Сделал 2 одинаковых полуяйца. Сейчас, прежде чем их соединить, нужно сделать отверстие для того, чтобы извлекать звук. Сейчас на самом деле происходит самый ответственный момент, потому что от него зависит, как будет звучать инструмент. Все, получается, вручную делать. Каждый инструмент индивидуален, у каждого инструмента, можно так сказать, есть своя душа. Мы душу вкладываем в это. По мнению самих музыкантов, у Сазсырная есть одна уникальная особенность – лечебная. О применении музыки в лечебных целях говорится в древнейших памятниках письменности, дошедших до нашего времени.
Известно, что Авиценна, живший на границе X-XI веков, будучи ученым, философом, врачом, лечил музыкой правителей Средней Азии. Именно духовые инструменты сасырнай, да, он очень полезен для дыхательной системы. Сасырнай, он доступен каждому и очень полезен. Во-вторых, он координацию развивает. Например, в Японии, если говорить о Японии, у них если не ошибаюсь, до 4 класса игра на музыкальном инструменте – это обязательный предмет, потому что они понимают, что игра на инструменте развивает мозг. И координация, например, даже если человек не станет будущим музыкантом, да, но это по-любому повлияет на другие его сферы. Айсулу Ниязова – мультиинструменталист. Играет на всех родственных музыкальных инструментах. На сасырнае она начала играть еще в школьные годы. В консерватории освоила игру на всех его 6 видах. Уильдеук – это самый большой инструмент из видов сасырнай. Как вы видите, на нем есть специальные узоры. Этот инструмент охватывает 1 октаву. Строится он на ноте ля. Это был Күй Ерден, его автор Ахлас. Следующий наш инструмент называется тастаук. Как вы заметили, у ульдека самый низкий по звучанию тембр. У тастаук у него приятный и чуть выше тембр. Он строится на ноте ре, и он однооктавный. Следующий инструмент, это на котором играют все учащиеся школы, колледжа, консерватории. Вначале он был найден, когда он был найден, было всего лишь 3-4 игровых отверстия, а сейчас он уже составляет 1,5 октаву, главный тон – нота ля. Этот күй называется кертугау, его автор Ахлас. Следующий наш инструмент называется скрык. Впервые он был сыгран Булатом Сарыбаевым на сцене консерватории вместе со своим сыном. И самый маленький инструмент по размеру, он называется кусайраук. Так он называется, потому что по форме он напоминает нам маленькую птичку. Он самый высокий по интонации. Есть древняя казахская легенда о музыке, пересказанная писателем Мухтаром Магауиным. Из седой древности до наших дней дошло сказание о неземном, сверхъестественном происхождении музыки и пения. Легенда рассказывает о том, что парящая высоко в небе божественная песня, пролетая над великой степью казахов-кочевников, опустилась очень низко. И с тех самых пор народ, услышавший ее, был наделен большим музыкальным даром и способностями.